Добрый день! Благодарю, что зашли на мой канал Фитошоу. И сегодня я вам представлю такое интересное растение с необычным названием хохлатка Маршалла. Что собой представляет это растение? Лишь только пригреет весеннее солнышко и растает снег, лесные опушки покрываются нежными первоцветами. Среди разнообразия первоцветов есть лесная хохлатка, некоторые виды которой с успехом используются в дизайне современных садов. Все виды и сорта данного растения имеют достаточно красивые цветы и интересное строение. Каждая из хохлаток сможет хорошо украсить практически любую цветочную клумбу. Род хохлатка относится к семейству маковые и насчитывает множество видов. В основном хохлатку можно отыскать в лесу, но имеются также пустынные и горные виды. Существует более 100 видов хохлатки, но лишь некоторые из них рекомендованы к медицинскому использованию. И среди таких избранных хохлатка Маршалла. Цветущее растение хохлатка бывает многолетником и однолетником. Корневище у такого растения достаточно массивное. Оно размещается на довольно большой глубине. Расти хохлатка начинает в марте. Ее цветение начинается после того, как грунт прогреется до 3-4 градусов. Продолжительность цветения примерно 20 дней. Цветки ее бело-желтые, собраны в вертикальные кисти. А созревание семян наблюдается в июне, после чего происходит отмирание той части растения, которая находится над землей. Чем же полезна хохлатка и что ею можно лечить? Это растение содержит сильнодействующие алкалоиды, фитонциды, дубильные вещества, кумарин. Хохлатка является ядовитой травой, но ее целебное воздействие признано официальной медициной. Растение используют в неврологии и психиатрии. Клубни хохлатки часто используют в народной медицине. Скромная и уникальная трава первоцвет применяется при таких заболеваниях: при нервных расстройствах, сопровождающихся судорогами и тремором, при невралгии, артритах, артрозах, ушибах, травмах, при гинекологических заболеваниях, при злокачественных опухолях. Растение обладает насыщенным составом, поэтому его применяют для приготовления целебных настоев и отваров. Как правильно приготовить лекарственные средства из корней хохлатки? При злокачественных опухолях, при гинекологических заболеваниях делается настой из корней хохлатки. Пол чайной ложки измельченных корней залить 2 стаканами кипятка, настаивать 1 час, процедить, принимать по 1 столовой 3 раза в день. При болезни Паркинсона, повышенной нервной возбудимости, синдроме Туретта настой хохлатки готовится так. 1 чайная ложка измельченного корня хохлатки заливается 1 стаканом кипятка. Размешать, охладить, процедить, принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой. Какие есть противопоказания у этого растения? Кардиологическим больным не рекомендуется, так как может угнетать сердечную активность. Не рекомендуется при беременности. Также нельзя применять людям, больным сахарным диабетом, людям, страдающим от ожирения, эпилептикам, астматикам, пациентам с обострениями язв в желудочно-кишечном тракте. Вот такая-то трава хохлатка Маршалла. Перед тем, как начать фитотерапию, обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. На этом у меня все. Будьте здоровы. Всем хорошего самочувствия. Не забудьте подписаться на мой канал, ставить лайки и комментировать. До новых встреч!